Добрый вечер, дорогие телезрители. 19 национального телевидения. В эфире национального телевидения вы смотрите программу «Один из нас». Прошедшая неделя была ознаменована одним из примечательных событий, о котором написало непосредственно руководство нашей республики. Дело в том, что проект реализации мостового перехода через Лену принимает обозримые реальные черты. Это, конечно, нельзя не приветствовать. И в связи с этим возникает второй вопрос проекта, который уже много лет будируется. На самом деле проект не новый, но разговоры о нем то утихают, то появляются снова. Последний раз всплеск интереса к этой теме, к идее канатного перехода непосредственно в районе Якутска до Нижнего Бестяха, обсуждался в 2015 году. И сегодня мы с нашими уважаемыми компетентными гостями еще раз возвращаемся к этой теме. Мы начинаем. И для начала, здравствуйте, добрый вечер, дорогие гости. Рад приветствовать вас в темной студии. И для начала я хотел бы, чтобы наш режиссер включил кадры реализованного уже проекта канатной дороги в районе Нижнего Новгорода. Через Волгу протяженностью более чем 3,5 километра протянута канатная дорога, вполне себе комфортабельная, можно посмотреть вот на экранах. Реализована была канатная дорога в 2012 году. И с момента, скажем так, постройки канатная дорога в своем активе имеет более чем 10 миллионов пассажиров, перевезенных, скажем так, в этих прекрасных, комфортабельных капсулах, гондолах. Да? Стоимость проезда, ну, понятно, что там маломестные вот эти капсулы, которые сопоставимы, может быть, с онами на колесе обозрения, всего 100 рублей. Есть месячный проездной, который стоит 800 рублей. Да? Самый длинный, скажем, прогон, 800 с лишним метров через Волгу, пока считается одним из самых длинных в мире над водной поверхностью. И по экономике стоимость данного проекта, в Википедии указано, что обошелся он миллиард, при этом в 2017 году проект принес 3,5 миллиарда чистой прибыли, опять же, по данным Википедии. И буквально на днях со старыми товарищами, когда я встретился, вновь прозвучала идея, а почему нет? Почему невозможна канатная дорога, когда мы говорим об агломерации центральной группы улусов, да, когда мы говорим о том, что Нижний Бестях должен и обязан стать спутником города Якутска? Почему каждый раз, когда мы переправляемся из Якутска в летнее время в Нижний Бестях, мы говорим о том, что это сопряжено с риском? В летнее время это на водном транспорте Марлина, хотя и, скажем так, это высшая ступень по сравнению с той дикой, скажем так, переправой, которая была еще лет 10 назад. Да, но, тем не менее, от, скажем так, случайностей на воде никто не застрахован. В межсезонье это, опять же, проблема тонкого льда и буквально, скажем так, сумасшедшие цены на транспорте на водной подушке, которые вмешивается даже Госкомцен для регулирования. Канатная дорога решила бы... Мы поговорим об этом позднее, но давайте, вот носитель идеи, один из носителей идеи, тоже один из моих старых знакомых, Андрей Анатольевич Высоких, по профессии строитель, сейчас предприниматель, руководит филиалом, дилерским, скажем так, центром Bosch. Давайте, какой вы видите канатную дорогу в Якутске? На самом деле, конечно, это очень мощный социальный вопрос, когда, мы все знаем, как люди ездят на этих маленьких лодочках, в 21 веке по Великосибирской реке, да, туда-сюда. И просто в этом году мне попросили отправить человека с переломанной шеей, будем так говорить, в корсете. И с трудом мы там усаживали его в эту лодку, как он туда влезал. Я потом не знаю, как он выходил там в Бестяхе. Я просто представил, что садится туда мой отец, там, которому 89 лет, или мамочка там с двумя ребятишками и с коляской. Конечно, это, честно говоря, страшно смотреть. Не то, что страшно, неудобно. Но согласитесь, что это все-таки
ну, как-то должно быть по-другому. И то, что мы сейчас увидели в Нижнем Новгороде, да, это вот хороший проект, но мы уже связывались с этой австрийской компанией, ну, предварительно, чтобы, так сказать, что-то иметь у себя в голове и что-то сказать. Вот этот вариант одноканатной, так называемой дороги, когда там натянут один канат и капсула рассчитана на 6-8 человек, она для наших не подходит условий, потому что у нас порядка 11 километров расстояния. Ну, например, мы говорим от памятника Бекетов до центра Нижнего Бестяха. То есть у нас порядка 11 километров, и вот самый большой пролет от Бестяха до Первого острова, там порядка 3 километров. Поэтому австрийцы предлагают, есть такая трехканатная дорога, то есть это 3 троса, на которых висят большие гондолы, до 30 человек перевозятся. Они... То есть это по факту пазик? Пазик, да, летящий по воздуху. Прекрасно. Теплый, с инфракрасным обогревателем, может быть там и Wi-Fi или радио, естественно, камеры службы безопасности. С двух, то есть по обеим сторонам этой канатной дороги делаются нормальные станции, которые, ну, мы видим, например, на той же Красной Поляне, очень многие уже побывали там в этих современных горнолыжных вещах, да. И буквально 20 минут вы гуляете по центру города, подходите к памятнику Бекету, покупаете билет, через 20 минут вы в Бестяхе. Фотографируя, снимая прекрасный вид из этой гондолы на ледоход или вообще просто на вот то, так сказать, над чем мы проплываем. Тихо, никаких выхлопов, никаких моторов, не ревущих, так сказать, никакого человеческого фактора, который, к сожалению, может быть иногда у водителей такси там, или водного транспорта. И уровень безопасности на авиационный. То есть это вот сразу надо говорить о том, что это авиационный уровень безопасности. То есть, естественно, служба безопасности, естественно, там, досмотр и так далее, на взрывчатые вещества может быть. Но факт то, что это настолько надежно и настолько эффективно, и самое главное, что это окупаемый проект. То есть не надо говорить, что вот опять там какая-то непонятная структура, опять что-то там построит и отмывает деньги и так далее. Поэтому мы говорим о том, что вообще давайте, дорогие друзья, гости, горожане, якутяне, вообще сделать эту стройку народной. Принцип народной стройки. То есть вообще не просить у государства деньги. Это звучит, может быть, как-то глупо, дико. Это дико звучит. Да. Но вот в Хангаласском районе же взяли, построили себе больницу, не надеясь ни на кого. Да. Просто вышли жители, нужна нам больница, нужна, давайте построим, давайте построим. Сегодня нужно, так сказать, людям, которые живут в Бестяхе или которые часто ездят, давайте вот просто... Почему это не сделать? Конечно, это долго, это глупо, может быть, с одной стороны, с другой стороны, никто нам не мешает это сделать. Нет, из ближайших примеров я приведу то, что в 2000-е годы было движение 2000 добрых дел, да? Куча социальных объектов в муниципалитетах было построено за счет именно по принципу народной стройки. Опять же, к российской истории, если обратиться, все помним неудачную, к сожалению, компанию Михаила Прохорова, которая называлась «Ё-мобиль». То есть тот же принцип краудфандинга, когда люди вкладывались в действительно народный и, как они считали, экономичный транспорт, электромобили. Да? Ну, есть много объективных причин, почему проект не удался, но сам принцип вовлечения, скажем так, широких народных масс, он живой, и он есть. Кстати, я более чем уверен, что те структуры и граждане, которые вкладывались в данный проект, они получили, кстати, свои деньги. Это, еще раз говорю, тоже отличает вот бизнес-подход, когда бизнесмен бросает клич какой-то, да, он отвечает своим словом бизнесмен. Социальные вопросы. Мы много говорим о том, что Нижний Бестях – это город-спутник Якутска. Да? Много людей работают, есть примеры, да? Но летом они используют, опять же, водный транспорт, а зимой прибегают к услугам такси, цены на которых, ну, скажем так, негуманны. В Нижнем Новгороде, ну, конечно, там 100 рублей, здесь по нашим меркам, конечно, это и больше метраж, да. И тяжелее, то есть это будет другая структура. Но тут надо говорить о том, что да, мост будет, и слава богу, он будет, и мы все знаем, но одно другого не решает. То есть там, даже если вы хотите переехать в город Якутск, вы с Бестяха будете как минимум ездить 1,5 часа через мост, Табагу и так далее, да. Здесь мы говорим примерно 20 минутах езды. Потом вот вместе с этими гондолами пассажирскими можно там одну, ну, каждую 5-ю или каждую 10-ю
образно говоря, сделать грузовыми. То есть, опять же, это скоропорт, который приходит на железнодорожную станцию, молочка и так далее. Ну, сегодня все так быстро меняется. Потом, опять же, это активный туризм. То есть сегодня у нас целый, так сказать, велосипедисты круглый год ездят на велосипедах. Большой поток мотоциклов со всего мира едет в сторону Магадана. И чтобы заехать к нам в Якутск, они там тоже на этих паромах воюют с нашими аксакалами на УАЗиках. А здесь просто вот эту гондолу, заехали 2-3 мотоцикла, 20 минут они в Якутске. Ну, вот тоже это все реально можно делать. Ну, то есть это вы видите, это не как чисто пассажирский... Не пассажирский, но с учетом того, что это может использоваться еще и для вот, перевозки легких грузов. Ну, тут, как мы говорим, скоропорт, молочка. Короче, опять же, это пробокс. Даже возьмите скорую доставку, ну, то есть вертолет-то не полетит в вестях наверняка, да, будут везти на машине, а тут вот на этом, на карете, так называемом, то есть доставка, так сказать. Ну, один из вариантов, просто говорю. Тут можно фантазировать, что угодно. Говоря о социальных аспектах данного проекта, вот первый заместитель главы муниципального образования, непосредственно Мегино-Кангаласского улуса, да, Владимир Владимирович Птицын, ваше видение как улуса, который входит в агломерацию центрального, да, между нами река, и вот она и широка, и глубока, так что давайте, вот ваше видение, к чему бы это помогло и как бы развивался улус в случае реализации данного проекта? Ну, то, что к чему это приведет, но это в первую очередь все-таки это следующая ступень развития транспорта. Ну, то есть, если даже у нас будем смотреть структуру, это у нас водный, воздушный, автомобильный, еще добавляется у нас канатная дорога. Да? Во вторую очередь это у нас рабочие места. В любом случае. Ну, в первую очередь, как человек с экономическим образованием, это рабочие места. В третью очередь, ну, это социальная напряженность на переправе и разгрузка вот этой самой проблемы. Ну, то есть, если даже на катере летом можно переезжать там, за 350 рублей, ну, тоже 15 минут не проблема, но, опять-таки, на инвалидной коляске или, как уже было сказано, с коляской, с детьми, да, то, ну, весьма сложно, весьма проблематично. Ну и, конечно, работы ведутся там по благоустройству причала, там, ну, стараемся тоже не отставать от этого, но в любом случае это сложно, это большой проект. Владимир, я перебью вас, буквально только-только начали разговаривать, и опять, как всегда, реклама, режиссер говорит, что мы, кстати, работаем в прямом эфире, можете звонить по телефонам, которые указаны на экранах, и сразу после 42 38 97, и мы сразу после рекламной паузы вернемся. Еще раз дадим слово Владимиру Владимировичу Птицыну, первому заместителю главы Мегино-Кангаласского улуса. Реклама. Мы продолжаем программу «Один из нас». Один из нас сегодня копается в теме канатного перехода непосредственно в районе Якутска. И какие бы перспективы развития и Якутска, и близлежащих заречных улусов это принесло. И слово еще раз предоставим. Мы в прямом эфире 42 38 97. Звоните, задавайте вопросы. Специалисты здесь собрались сегодня компетентные, и носители идеи, и те люди, которые отвечают вот как раз за эту политику. И, Владимир Владимирович, вы остановились на рабочих местах. Это самый важный аспект. Я остановился именно на том, что в части безопасности и в части комфортности для немобильных слоев граждан. И четвертое, хотелось бы еще отметить, то, что если вот, ну, сегодня вот акты подписали, дорогу открыли, да, через Хатас-Павловск. Да, кстати. Да, и когда откроется основная переправа, то примерно на машине, ну, если не нарушать, да, тоже 25-30 минут, ну, то есть езды по ледовой переправе. И за это время, получается, с Новопортовского района до центра города, ну, то есть израсходуется то же самое время, практически. То есть там пробка, тут пробка, а если тут спокойно проехать, то это тоже появляется как альтернативный вариант для проживания граждан, да? Ну, то есть, получается, не обязательно будет там переезжать в город Якутск, именно жить там, а именно в тех условиях. Ну, то есть, у нас же должно быть как, не там хорошо, где нас нету, а там хорошо, где мы живем. Ну, то есть, мы должны максимально улучшать свое качество жизни, полностью свои условия проживания в том месте, где мы живем.
Ну, то есть, где родился, там пригодился в любом случае. И вот то, что вот отметил насчет безопасности. В первую очередь, все равно вот этот проект мы должны рассматривать части безопасности. Ну, то есть, этот проект, как уже было сказано, не новый, но мы должны дать именно тот толчок, ну, я думаю, это мое мнение, да, как бы дать толчок именно на обсуждение и на изучение вот этой вот темы, чтобы все это было в первую очередь безопасно, а во вторую комфортабельно, и в третью очередь, чтобы это была польза в первую очередь для народа. Еще раз просто остановлюсь на безопасности, да, и на даже автомобильный, скажем, вы сказали, что это авиационный уровень безопасности, который по статистике, ну, наименьшее количество всякого рода происшествий происходит. Но, тем не менее, у людей есть страх технократический, да, такой. То есть, если это непонятная штука, там, с крутящимися барабанами и так далее, они... Да, и в любом случае, именно такой проект, мы впервые в таких условиях климатических. Да, это в первую очередь. Это, кстати, вызов всем нам, якутянам, то есть, получается, Ну, да? да. Угу. Хорошо. Вот то, что вы говорите, народная стройка, ну, конечно, вот такое количество народу просто не проживает. Ладно, если бы там центральная и так далее, и пролеты были бы поменьше. Все-таки инвестиционная составляющая здесь как бы обязательно. Но учитывая то, что проект окупаемый, я думаю, что вот это и будет такой очень специфический инвестиционный проект с реальным, скажем, потенциалом реализации. Простите за тавтологию. Да. Ну, конечно, вот эта идея не нова, во всем мире это используется. Но в Якутии вот, в 2015 году к нам обратился предприниматель Герасим Куприянов, который имел контакты с китайскими своими коллегами с Харбина, которые специализировались на строительстве канатных дорог. Вот. Мы с ними встречались. В принципе, они на то время, вот в 2015 году, предлагали, что такой вариант, что они быстро построят эту канатную дорогу. Примерно за полгода, говорят, мы построим. Но я не знаю, насколько это реальные сроки. Оценивали тогда стоимость на выражение в размере где-то 500 миллионов рублей. Ну, возможно, это очень заниженная цена. Мы им сказали, если вы хотите конкретно что-то строить, то надо точные расчеты представлять и бизнес-планы. Конечно, тогда мы будем смотреть уже, на каком месте реки это будет. Идея, конечно, очень интересная, очень привлекательная, даже с туристической точки зрения. Если даже вот социальная часть очень важна, да, но тем не менее вы представляете, как переезжать на фуникулере через нашу громадную Лену, особенно в период ледохода, огромные красоты открываются. И даже вот просто жители города, гости города спокойно бы потратили бы 1 час на путешествие туда и обратно. Еще с комфортом, тепле. Никуда не выезжая, не создавая пробок. Выезжая, да. Можно даже небольшой столик накрыть, если это на 30 человек гондола, да, и с большим удовольствием провести время. Владимир Николаевич, давайте мы примем телефонный звонок нашего зрителя. На линии? Алло. Алло, здравствуйте. Да, говорите. Это с Хангаланского Луса, Заречный, как раз это населенный пункт Герасимов. Это услышали мы, это видели. Первый раз такое, идея очень хорошая. Даже очень понравилась этим инвалидам, вы так сказали, и занятость населения там. Но идея хорошая, глаза загорелись. Вот там тут как народная стройка сказали. Вы все время забываете, что у нас такие мощнейшие компании, как вот сейчас Колмар, Алроса, вот нефтяники, газ. И на народ опять повесили груз. Вчера телеш у нас отвисло, махнули. Понятно. Мы поняли вопрос, постараемся дать ответ. Ну, вопрос, конечно, понятен, беспокойство понятно. Потому что там, если большое количество людей будет вкладываться в эту стройку, вот если мы это назовем стройкой, да, то как все это будет работать, формы, механизмы работы, как люди будут возвращать вложенные средства, будут ли дивиденды, не будут ли дивиденды. Это уже нюансы. Нюансы, когда мы перейдем уже к самой реализации этой идеи. Есть механизмы государственно-частного партнерства, можно эти механизмы использовать, да. То есть, если с иностранными компаниями работать, то они, конечно, могут построить за свой счет,
но потребуют, могут другую плату. Например, китайцы даже предлагали вариант возврата своих средств не деньгами живыми, а просили, может быть, какое-то небольшое месторождение золоторудное, может быть, да? Ну, эти варианты для нас, конечно, не очень удобно. Мы сейчас уже помним, свежа наша память, что буквально вот недавно было загрязнение притока Алдана, да, китайскими старателями. То есть это для нас как бы, ну, по-моему, неприменимое. Но идея народной стройки мне, в принципе, нравится. Почему? Потому что, ну, народ, ну, не надо ждать там, искать инвесторов и так далее, а скинуться вот по-хорошему всем. Ну, если какие-то компании примут участие, долю большую дадут, тоже хорошо, почему нет? Тут просто надо формы сотрудничества обсудить. Расписать все на этом берегу, да? И должна быть какая-то управляющая компания появиться, должна быть создана. Эксплуатирующая. Да, эксплуатирующая компания. То есть тут это уже дело техники. И потом, Куприян, все-таки не надо разделять то, что Алроса и так далее, это не народ. Они же тоже народ. Тоже живут на этой земле. А самое главное, если это народная стройка, там откатов никаких не будет. Самое главное. Самое главное. То есть мы уменьшаем как минимум на 30% любую стройку. Ага. Ну, да, коррупционную составляющую никто не отменял, но поэтому... А тут, когда частник у вас же, да, и открытый счет, и вот на этом счете вот внес там Иванов, Рагунов, Высоких, вот такие-то деньги, трясутся на это, все в открытом доступе, и тогда это уже, извините меня, у коррупционеров там просто негде будет руки греть. Все-таки, как человек, который отвечает вот за инвестиционную, скажем, инвестиционный климат и так далее, один из людей, который в ответе, да, даже мимолетного знакомства с таким проектом, вот как вы оцените потенциал инвестиционный? Средний, высокий, очень высокий, ниже среднего? Ну, в принципе, мы видим на примере Нижнего Новгорода, что окупаемость проекта очень высокая. Поэтому я думаю, что инвестиционная привлекательность очень высокая, ну, на мой взгляд. Любой инвестор, которому будет разрешено строить эту дорогу, окупит его буквально вот в пределах 5 лет, если это Нижний Новгород. Ну, здесь может быть чуть дольше, но все равно это в пределах досягаемого, обозримого будущего. И поэтому с удовольствием они, я думаю, могут войти. Но дело тут, конечно, или отдавать всю прибыль иностранному инвестору, или оставлять здесь, если мы будем в форме народной стройки это делать, да? Это вот разные вещи. То есть социальная часть тех людей, которые вложатся в этот проект, тоже очень много значит. Все-таки капитал, если будет утекать из республики, это не есть хорошо, мне кажется. Ну, а капитал у нашего народа есть, как показывают совсем недавние истории, когда люди в одной только Якутии называют цифру чуть ли не миллиард, которые люди принесли в различного рода пирамидальные структуры. Да? Значит, деньги есть, люди хотят, чтобы эти деньги работали. Так, я думаю, что патриотизм у наших людей тоже высокий. Они захотят, возможно, чтобы их деньги поработали на, скажем, во благо всей республики. Давайте мы... Поскольку и носители идей из бизнес-сообщества, да, я сегодня говорил про проект со многими, да. Наталья, как ваша оценка, как представитель бизнес-сообщества вот данного проекта, сможет ли мелкий, средний бизнес вложиться в подобного рода проект? Ну, как представитель предпринимателей, я скажу, что для предпринимателей, конечно, самое главное – это все-таки деньги, да, то есть не социальный эффект, все-таки какие сроки и в каком размере эти деньги ему вернутся. И, естественно, вот если брать простых жителей, да, я думаю, что это был бы шанс почувствовать себя немного предпринимателем. Почему? Потому что стать собственником такого объекта, ну, если, допустим, он вкладывает деньги, и, допустим, это будет акционерное общество, он становится владельцем акций, становится сособственником объекта, который соединяет, соответственно, ну, фактически остров с материком, да, как мы же живем, как мы себя чувствуем на острове, да, и будет много лет, и, соответственно, ну, потому что он строится на долгий срок, да, не на 2 года, и в перспективе имеет возможность переносить и тебе, как акционеру, и, собственно, твоим детям и так далее, да, прибыль,
это шанс. Вот Наталья, давайте вот еще раз про этот шанс. Очень быстро летит время, очередная рекламная пауза, благодаря которой мы сегодня сидим, а не стоим. Мы продолжаем программу «Один из нас». Один из нас сегодня, ну, я не говорю, оценивает шансы, да, но Наталья, представитель «Опоры России», Якутского регионального отделения, заговорила о шансе для простого народа почувствовать себя предпринимателем, став собственником, одним из собственников, да, многих. Да. Большого социально значимого предприятия. Большого давайте мы продолжим. Инфраструктурного объекта, который будет приносить прибыль, но очевидно нам, что будет приносить прибыль рано или поздно, но сроки окупаемости проекта, конечно, нужно просчитывать, потому что пассажиропоток у нас и в Нижнем Новгороде, он все-таки разный. Но с учетом того, что будет у нас железная дорога рано или поздно, обещают с 1 января 2019 года, то здесь шанс увеличить пассажиропоток есть. Но сразу хочу оговориться, что, опять же, как представитель предпринимателей, я вижу, что проект рискованный с точки зрения окупаемости. Почему? Потому что деньги начнут собираться, люди начнут вкладываться, но не факт, что наберется нужная сумма. И здесь, естественно, при сборе нужно предусмотреть механизмы, которые бы обеспечивали сохранность этих сбережений, возврат. И это очень важно, потому что это повышает доверие к проекту. И, соответственно, если мы имеем уже негативные какие-то приветы из 90-х, да, допустим, вспомним компанию, которую я достаточно хорошо знаю, это акционерное общество Тумада Даймонд, которое более 20 тысяч акционеров физических лиц по всей республике. Каждый год на общее собрание я ходила, и каждый раз бедные несчастные эти физические лица трясли своими акциями и говорили, а где же наши дивиденды? Да, дивиденды они не получали уже много-много лет. Ну, в защиту я скажу, что сейчас не 90-е. Да, и я и говорю, что это должен быть механизм предусмотрен уже с учетом современных реалий. Я думаю, что это возможно и с правовой точки зрения. Единственное, что продолжу по поводу рисков, здесь нам нужно учесть, что все-таки сами все эти земли, они у нас находятся в федеральной собственности, где-то в республиканской собственности, возможно, где-то в собственности муниципальной. Если говорить про центр, допустим, города или Нижнего Бестяха, любое выставление участка, предоставление земли у нас сейчас строго регламентируется земельным кодексом, да, то есть нужно все вот эти тонкости, все нюансы уже заранее просчитать, посмотреть и предложить как бы уже конфетку, да, которая уже все предусмотренное. А когда все это будет, я думаю, что реально мы можем говорить об инвестиционной привлекательности. Угу. То есть с учетом тех моментов, которые вот вы сказали. Андрей Анатольевич, можете ответить коллеге? Не, ну, конечно, тут должен какой-то быть банк. В первую очередь мы говорим о том, что это сбор денег, это естественно, финансовая структура, которая есть лицензия, которая имеет право, опять же, получать деньги. Это не какой-нибудь кэшбери там, да, или еще что-то, которое, ну, мы уже знаем, слава богу. Конечно, об этом надо говорить. Но вот сегодняшняя наша встреча и идея того, что, в принципе, мы вообще должны понять, нужно это людям или нет. Или вот как сейчас позвонил товарищ, говорит, не, если на народные деньги, то нам не надо. Вот будем ждать, пока опять там Единая Россия примет решение и выделит нашему региону дотационному с нашими бедными недрами, да, какие-то ресурсы. В конце концов, но мы же не в оккупационной стране живем, не оккупированной. В конце концов, мы же понимаем, что нам это надо. Населению это надо. Но почему мы не можем начинать принимать? И когда мы вот, ну да, какой-то должен руководить финансовая структура всем этим. Да. Но когда пойдут первые деньги, первые инвестиции, так сказать, от частного капитала, тогда уже та же Росгидро, да, которая сегодня построила мощную электростанцию у нас на горе, и у них переизбыток, они не знают, куда девать электроэнергию. А это мощный электрический потребитель, да, у нас будут электрические двигатели, электрические обогреватели в капсулах и так далее. Может быть, Росгидро скажет, давайте мы тут тоже где-нибудь вот со своими денежками подбежим. Какой-то банк скажет, а давайте я миллиард вложу. Ну, мы не знаем, но пока мы сами первый шаг не сделаем, за нас его никто не сделает. Как должен быть сделан вот этот первый шаг? Что, вот здесь начать, вот здесь прямо сбор подписей? Да, давай шляпу, давай скидывать. Хорошо. Потом же речь идет не
пойдет не только об одной дороге через реку Лена, да? Потихоньку по развитию проекта можно же такие же фуникулеры перебросить через Алдан, через Вилюй. То есть это общество может расширяться, прибыль расти и расти. Якутские канатные дороги. Да, якутские канатные дороги. Вот акционерное общество, вот даже название родилось, да? Мы уже начали, я так думаю. Так что я абсолютно уверен в окупаемости. Как говорил Горбачев, главное начать. Да. А дальше углубленно. Давайте мы послушаем представителей Минтранса. И в количестве аж 2 человек, замруководителя департамента дорожного хозяйства. Да, ну действительно, этот вопрос очень интересный. Что касается по пассажиропотоку, у нас на сегодняшний день в год перевозится порядка 4 миллионов пассажиров. Это по направлению и Якутск-Нижний Бестях, и Максуголовка-Чекацы, и Кангалас-Сотинцы. То есть туда-обратно это 4 миллиона пассажиров в год. И здесь, конечно же, безусловно, нужно ставить первый вопрос, это, как здесь сегодня было озвучено, это безопасность. Необходимо нам учитывать наши климатические условия. То есть, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день самая длинная канатная дорога, она построена в Армении, и ее протяженность это порядка, более 5 километров. Сегодня у нас вопрос ставится, это уже протяженность 11 километров. И здесь нужно учитывать, что это будет действительно уникальный проект, который будет строиться в условиях вечной мерзлоты. И ни в коем случае не стоит забывать про нашу великую реку Лена. Сами понимаем, что действительно у нас мы подвержены затору льда, и здесь нужно будет ставить вопрос по заторообразованию. И мне кажется, что действительно надо будет подключать и наши хорошие институты, в частности Институт мерзлотоведения, чтобы рассмотреть уже с точки зрения вообще науки, как это можно будет устроить или нет. Поэтому, что касается окупаемости, действительно, по моему мнению, этот проект окупаемый. Единственное, нужно будет здесь, как уже сказали, разработать бизнес-план и посмотреть, в какие сроки это можно будет. 4 миллиона, говорите, в год? В год. Пассажиропоток, Пассажиропоток. через водные переправы? Ну, это водная плюс наши ледовые переправы, то есть то же самое Якутск-Нижний Бестях, Хатас-и-Палас, которая вот сегодня как раз-таки была открыта. То есть, если спроецировать на Нижний Новгород, где у них 10 миллионов за 5 лет, да, то у них получалось по 2 миллиона в год. Но они посчитали, кто 10 миллионов по канатной дороге переехало, а мы тут по 3 дорогам здесь переехали. нужно будет тоже здесь вопрос ставить, зимой все-таки это будет эксплуатироваться. Да? До минус 40 более здесь чем. нужно понимать, что большинство людей все-таки захотят Автомобилем. переправиться, то есть по ледовой переправе там не нужно будет ждать очереди и так далее. Захотел, переправился. То есть с учетом этого здесь нужно будет тоже почитать, какое количество будет именно по канатной дороге. Иван, но учитывая то, что у нас 9 месяцев, скажем так, из 12 Зима. состояние, скажем так, межсезонья, либо до ледовой переправы существует, 3-4 месяца, да, скажем. Да. Все остальное время либо межсезонье, либо водная стихия. Так что я еще раз говорю, нужно подключаться компетентным специалистам в области и транспорта, и каких-то, скажем так, те, которые обрабатывают пассажиропотоки и так далее, просчитывать, реально вот сказать свое веское слово в защиту, окупается или не окупается данный проект. Семен, по части вот все-таки водного транспорта, маломерные суда все-таки в вашем ведении находятся. Да? Мы основной минус существующей переправы говорим, что основной пассажирский не через паромы, скажем так, для автомобильного транспорта, который, а вот эти маломерные суда, которые осуществляют пассажирские перевозки водным путем, они не отвечают в полной мере тем требованиям безопасности, которые предъявляются. Комфорту, наверное, правильно. Ну или комфорт. Давайте, ваша оценка. Конечно, вот с точки зрения в целом республики у нас как бы водным транспортом пассажиропоток, мы должны сначала разделить канатная дорога предназначена для перевозки в основном пассажирских перевозок и грузовые перевозки. Грузовые перевозки, можно сказать, паромные переправы осуществляют, либо в ближайшей перспективе мостовой переход будет задачу выполнять. То есть тот грузопоток, который придет железной дорогой, автоматически будет перенаправляться по этим двум видам транспорта. Пассажирский у нас на сегодняшний день, как вы хорошо знаете, летний период у нас более 30 этих маломерных судов перевозку осуществляют. Говорить то, что они с точки зрения безопасности они не отвечают, это некорректно будет, потому что у нас на сегодняшний с 90-х годов уже большой сдвиг
пошел с точки зрения законодательства, как бы есть определенные упрощения для судоводителей в части маломерных. Кто имеет маломерные суда, они имеют право легче получить лицензию на пассажирские перевозки. Ранее требовалась капитания, СУП определенная, это система управления безопасности. Это, есть упрощение с точки зрения законодателя. И самый у нас такой пассажиропоток, это по статистическим данным у нас примерно 300 тысяч пассажиров водным транспортом перевозится. В том числе в период межсезонья получается. И говорить то, что очень проект сильно окупаемый, это, мягко сказать, очень сложно. Потому что у нас природные климатические условия, экстремальные ветра, либо вот такие, это очень сильное влияние, говорят. Иван очень хорошо сказал, то, что у нас паводкоопасный период, у нас русло реки постоянно меняется и так далее. Вот те же, я вот тоже перед переходом вашу передачу посмотрел, 3 километра, 4 километра и 10 опор получается. То есть где-то мы должны ставить эти опоры, и согласование по всех этих участках очень важная вещь действительно. Потому что у нас река Лена, она действительно непредсказуема. Бывает, когда паводок идет, даже воды в русле, лед до такой степени набивает это русло. Практически там даже ледокол не может пройти, Бородкин, такие моменты тоже бывают. И с точки зрения несущей способности этих, можно сказать, этих анкеров и так далее, это очень детально надо изучить. Со второй стороны, это, конечно, у нас окупаемость проекта. Действительно очень хорошо отметили то, что первую сторону это надо окупаемость проекта посмотреть. Потому что если деньги надо смотреть, если тем более народные деньги, это очень детально надо проработать, изучить и принять решение. Сначала обдумать хорошо, рабочую группу либо какую-то создать, обдумать, финансовую часть просчитать. Потому что, если даже копейку, либо рубль будем вкладывать, то должны видеть окупаемость проекта. А так, сломя голову, какие-то поспешные выводы нельзя. Не, конечно. Речь об этом, Семен... С точки зрения пассажирских перевозок, конечно, у нас катера, их никак невозможно запретить. Потому что определенный поток все равно будет на катерах ездить, определенный поток на машинах будет, если мост будет. Поэтому тут взять, отсечь другие виды транспорта. Просто дать альтернативу, дать право выбора. Поэтому тут и мы тоже со своей стороны видели, как этот Ирбис, например, он 30 мест, например, и туда набить, набрать людей, и Хибусы 10 мест. Они быстрее людей набирали, и, можно сказать... Семен, тут я скажу одно. Люди проголосуют рублем. Рублем. Вот на этот Ирбисе будет цена 2000, да? И тут же 500 рублей на канатной дороге. Кто что выберет? И сразу после рекламы мы перейдем еще к другим вопросам. В предыдущей третьей части нашего обсуждения идеи канатной дороги в районе Якутска веское слово сказали специалисты Минтранса, которые привели и цифры пассажиропотока, и те аспекты, на которые следует обращать внимание. Прежде всего, это, конечно, инженерные такие аспекты, когда учитывается и гидрология, и мерзлотоведение, и многие-многие аспекты. Но в защиту я скажу, мы все на 202-м видим то, что стоят опоры ЛЭПа, да, которые переходят на ту сторону. В принципе, я не думаю, что будет сложнее этих. Да? Где-то они все равно проецируются по части, скажем так, инженерного решения, на эти опоры ЛЭП. Стоят себе, стоят. Первая вообще опора, которая стоит в Табаге, которая основной переход на Заречье идет, сколько она уже лет стоит, и слава богу. Поэтому, конечно, это с бухты-барахты, как китайцы там за полгода, за полмиллиарда готовы были построить, что уж там не построили бы. Они такой, наверное, бугельный подъемник хотели, в котором садишься с лыжами, и потом там же прямо... Так ногами болтаешь. Да, на мыране оказываешься. Реально в такую штуку садиться как-то это самое. И параллельно в социальных сетях идет обсуждение, смотрят программу и говорят, люди, давайте, я уже говорю, колготки китайские, то боюсь покупать, да, давайте мы не будем говорить, как доверять китайцам нашу с вами безопасность. Люди, в принципе, правильно говорят, потому что, еще раз говорю, и специфика китайского бизнеса, она тоже накладывает, скажем так. Для себя они делают все хорошо.
Да, Но в Китае там все надежно. еще раз, с вот, этим. и я думаю, что более чем уверен, что в Нижнем Новгороде реализант европейского, Да. европейской какой-то системы. Я поэтому говорю, что уже вот если вы откроете последний буквально в Фейсбуке, то что сегодня московская мэрия заключает договор вот как раз с этим поставщиком, с которым мы уже тоже говорили, европейским, о том, чтобы соединить две там оранжевую и зеленую ветку над водохранилищем. То есть уйти от обычного метро, то есть соединение там, ну, молодцы, в Москве много чего делается. И вот они вот как раз в больших капсулах на 30 человек, и там перевозки 5000 человек в час. Ну, то есть, конечно, это не Бестях, Якутск, но тем не менее. Вот они тоже сразу говорят то есть, о хорошем уровне оборудования, которое работает долгие годы. Вспомните первый медцентр, который мы строили со строительством 90-й год. И действительно, это было то, что они привезли к нам в Якутск систему монолитного домостроения. Никто это не отрицает. В общем-то, после них мы начали строить город совсем по-другому. То есть это была так называемая высшая лига строительная, да, которую мы увидели, с которой потом, слава богу, мы начали копировать. То, что потом после них ребята работали, все другие фирмы, но это, как говорят, пародия, легкая пародия. И... Андрей Анатольевич, тут, да, мы говорим, австрийцы это классно, Европа вообще все это классно. Но еще раз говорю, вот, Китай определенного уровня, это тоже очень классно. Нет, да, очень. Пускай китайцы строят для себя, и слава богу. Угу. Речь идет, вот мы сказали, 3,5 километра нижегородской, скажем так, канатной дороги, это миллиард. Сколько может стоить переход через Лин? Ну, во-первых, у нас в 3 раза дороже, то есть длиннее, и в 3 раза мощнее будет. То есть там 8 человек в кабинке, у нас 30 человек капсула, да, то есть это там совсем другая структура. Это трехканатная дорога. Это два основных каната, на которых, ну, будем так, катится салазки, а средний трос, он тянет эту капсулу. И в нем электричество и все остальное. То есть это совсем другой уровень. Почему вот именно трехканатный, потому что они сказали, слишком большой переход вот от Бестяха до первого острова, там порядка 3 километров. Поэтому, ну, то есть они уже так взяли карт, Google, посмотрели, сказали, ну, ребята, все серьезно. Если вы говорите, что да, вы это хотите, мы приезжаем к вам, начинаем, ну, как минимум, хотя бы изыскательские проектные работы. Уже потом мы говорим о цене и все остальное. Ну, главное, принять нам решение, хотим ли мы этого. Как человек, который, скажем так, вживую контактировал вот с этими чудо-товарищами из Европы, какой срок они обозначали? Во-первых, мы тут с вами-то не можем, тут сейчас кто будет руководить, кто будет эксплуатировать, какой банк будет это самое, и кому вообще будем доверять. То есть мы пока сами внутри себя не решим, да, что завтра пускай они приезжают, и послезавтра начинаем работать, вот пока мы внутри себя не решим это, на каком уровне мы работаем, кто тут главный будет, Дмитрий или Высоких, или еще кто-то, или Заречье возьмет на себя, они будут там операторами всеми главными, или какой-то банк, или Росгидро, мы не знаем. Поэтому нам сегодня главное вот эту идею вынести, да, на вот обсуждение людей, может быть, даже сегодня там руководители республики, правительства посмотрят на все это и скажут, ну, почему эти там мальчики сидят, там что-то между собой решают, хотя мы сейчас скоординируем и за счет республики построим. Кто знает? Ну, объективно-то, в принципе, можно было и без заседания сказать, что такой проект, соединяющий, скажем, два берега, инфраструктурный, он не то что нужен, он необходим. Он может быть в виде автомобильного моста, мог быть в виде железнодорожного моста, да? Мог быть в виде тоннеля, может быть в виде, я не знаю, канатной дороги. Дирижабля предлагают. Дирижабля, чего угодно. То есть максимально комфортно перейти с левого берега на правый. В этом отношении любой объект нужен. Тоннель, мост, какой угодно. Но хоть что-нибудь. Давайте с этого начнем. Ну, да. Давайте хоть что-нибудь уже. Но плюс... уйдем от Марлинов, да, то есть мы ушли от, как он назывался, Московский, да, то есть, ну, более-менее комфортный корабль, который там раньше там Амосов или Жираков ходил, да. Он 50 минут шел. Ну, тем не менее, да. А сейчас Марлина. Ну, может быть, это хорошо, но вот я еще раз говорю, попробуйте отправить сегодня бабушку, да, там, с внуками, с коляской, или там больного человека, полулежачего, посадить в эту Марлину, потом еще вытащить из нее. Ну, то есть, вот когда на это смотришь, конечно, становится обидно за себя, за то, где мы живем, и вообще, в конце концов, для чего мы живем. Но если вот такие вещи не решать, и мы должны это решать, а не какой-то дядя из океана там или еще что-то.
все-таки следующий логический шаг какой должен быть? Там инициативную вот эту группу, рабочую группу, кто должен войти и на основании чего должен войти? Вы меня спрашиваете? Да кого угодно. Ну, пускай кто-нибудь Владимир скажет. Николаевич, Владимир Владимирович. Ваше мнение просто. Ваше мнение. Кто должен вообще выступить застрельщиком? Есть идея, в Есть принципе. инициатор идеи. Есть инициатор. Его и застрелить. Да, его и под танки, да? Не, ну в любом случае как бы инициатива наказуема. И раз уж мы здесь собрались, то, скорее всего, если даже этому проекту быть, то, скорее всего, мы это еще раз соберемся, но уже более расширенным составом. Как уже было сказано, все-таки, да, в последнее время же очень часто говорится, вот наука должна капитализироваться, да? Ну, это еще один шанс, чтобы наука была капитализирована. Ну, то есть, все равно без науки никуда. Потому что новые проекты, что-то новое именно в таких условиях, это всегда должно быть сопряжено с наукой. И слава богу, у нас как бы в части вот этого человеческого капитала, вот научного капитала, ну, слава богу, у нас все хорошо, ну, нормально. И надо привлекать все-таки с научной точки зрения, как уже было сказано, потому что для любого человека, для служащего, в первую очередь это безопасность населения. Ну, я еще добавлю, что, к сожалению, у нас очень часто идеи, которые вот высказывают, в том числе на государственном уровне, вот наши предприниматели рассказывают, пришли в какое-то министерство, такая идея, и тут, оказывается, эта идея реализована-то не ими, а те, кто эту идею услышал, и первым побежал, и предпринял усилия и так далее. Да? Поэтому, Андрей, если вы верите в свою идею, верите в то, что она окупаемо принесет вам прибыль, ну, мне кажется, вам карты в руки должны быть. Или вы смиритесь с тем, что отдаете идею так вот туда, кто ее подхватит, тот молодец. Да, в любом деле всегда решает мотор. Человек энергичный, желающий именно осуществить этот проект. В любом, хоть маленький проект на 10 тысяч, хоть на миллиард, без таких людей, активных, желающих работать, ни один проект не получается. Мы это на своем жизненном опыте уже столько раз сталкивались с этим. Вот, поэтому инициатива, как вы правильно сказали, наказуема. Можно уже организовать какую-то общую встречу для желающих войти в этот проект. И там уже эти нюансы решать. Если это, мне нравится, конечно, идея народной стройки, значит, первые деньги должны пойти уже на проектную сметную документацию, тогда на составление бизнес-плана. Это тоже достаточно большие средства нужны для этого. То есть, если идея высказана, если общественность это одобряет, надо делать следующий шаг. Уже приглашать заинтересованные стороны к прямому разговору, обсуждению технических деталей этого дела и в какой форме все это будет организовано. И тогда будет вырисовываться вот все. Какой банк возьмется за это дело, там, хранение этих денег. Будет произведен анализ, сколько, в принципе, денег может быть сдано и так далее, и так далее. Вот это как цепочка все само собой пойдет. Сейчас просто нам важно знать реакцию общественности. Обратную реакцию получить надо. Ну, я думаю, что общественность понимает, что все силы государственной машины, которые вступают в диалог и с федеральными органами, да, и с инвесторами и так далее, они обращены на большой мост, на большой переход, который мы все равно получим. Плечо там, наверное, лет 5-8-10, да? К юбилею. Да, к юбилею. Скорее всего, не скорее всего, уже точно почти решено, что получим. Но еще раз, вот это переход быстрый, да, он никоим образом не является, он дополняет. Он не альтернатива. Он не альтернатива, он дополняет. То есть захотел человек через Табагу поехать, да, полюбоваться табагинским мысом, это флаг тебе в руки. А захотел, я предчувствую просто, если будет проект реализован, в конце апреля, в мае, да, какие заторы будут на вот этом фуникулере, полюбуйтесь на ледоход. А потом там же можно вот сделать, ну хорошо, например, мы говорим сегодня, пофантазируем, да, станция Бекета, станция Бестях. Потом от станции Бестях до железнодорожной станции. Когда начнется пассажирский грузопоток, мы опять же уходим от бешеных таксистов, и там непонятно что, пыльные дороги. Экология, то есть человек вышел с вагона, сел в капсулу до Бестяха.
давайте до Тюнгулю сразу, моего родного, сразу, или до Чурапчи, да, с остановкой, как было сказано, в Тамторе и в Соле. Друзья, на самом деле прозвучала очень интересная идея. Я обязательно вынесу это обсуждение и дальше в интернет. И я думаю, что следующий шаг будет широкомасштабное общественное обсуждение уже озвученной идеи канатного перехода. Увидимся ровно через неделю.